Так, ну что, где-то недели две, наверное, с покупки машины прошло. Даже, наверное, чуть больше уже. Отъездил уже 1000 миль. Вот, сейчас я купил масло снова. Буду менять масло, потому что оно почернело, видимо, просто слабо обслуживали машину с большими интервалами. Там внутри, видимо, уже закоксовалось все. Вот, и масло быстро стало черное. Вот. И надо поменять антифриз обязательно, потому что немножко стрелка чуть-чуть в перегрев идет. Вот. Сейчас буду менять. Фильтра еще купил. Air фильтр, cabin фильтр, фильтр салона там и двигателя. Воздушный фильтр. Такой прикольный здесь. Вафли сушат. Прикольно. Это как это не цапля же. Это типа не гусь. Интересный такой чувак. Лапы как утиные. Такой смешной вообще. Ты чё, говорит, такой, и чё? И чё такой шеей? И чё, говорит, пожрать тебе дать, да, что ли? У меня ничего нету вообще. Что тут? Подрастающее поколение, да? У нас тут кантру гамает. Давай вот сюда, вот видишь, вперед ходить. Да. Я помню сам, как в контру первый раз играл. Меня в компьютерный клуб. Пошел в компьютерный клуб с одноклассником. Да. Я, короче, заплатил. Он говорит, смотри, сейчас будешь смотреть, как я играю, короче. Буду тебя учить, говорит. Я почти вот так же играл. Все патроны израсходовал, малыш. А вон Серега приехал с Нью-Йорка опять. Маша там. Сейчас будем шашлыки здесь делать. Вон, барбекюшница готова. Так, Серега тут дрон запускает по обыкновению. Вот. Разжигаю. Красота. Пивасика сейчас будем еще. My drone, I need. I love you. Yes. Call me back quick. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Что ты, Дака, хочешь, говоришь? The but it's your pants. I got put it down. Дака только сейчас рассказал, что он хочет быть плохим мальчиком и в тюрьму попасть, да? И с офицером подраться, да? Спали с офицером. And I got to swim Капздец, блин. under the water. I got to swim. Насмотрелся Бэтменов своих, да? И я буду. И буду. И я буду. I know how to do that. I know how to do that. Давай танцуй тоже такая. Еду, кайфую в этот теплый майский вечер. Слушаю старые треки Армин ван Бюрена, как в старые добрые времена, уже лет практически 20, уже там 18-17 лет назад, когда я слушал State of Trance и катался также теплыми майскими и не только теплыми вечерами. Слушал State of Trance, кайфовал. Здорово. Каля-каля-каля газ. Гуляем. Фух, сегодня 21 мая. Уже жара началась, днем уже 35, я вон обливаюсь. Вот так вот распылителем.
Потому что вообще невозможно жарко. Даже кондером вот сидишь, там нагревается в лодке все равно. Потому что ничего не накрывает. Сверху надо какие-то эти придумать. Навесы. Приходится обливаться. Хоть как-то лучше становится. Сейчас вот так и гулять пошли. Вон здесь в парк. Ламантинчики тут плавают. Вон здоровые. Как камни. Так даже пройдешь, не заметишь. Покажется, что это камни. Ламантинчики. А вот, судя по всему, какаха ламантиновая плавает. Ну, это какаха стопудово. Это ламантиновая, да. Так, сейчас тут такой момент. Вот эта сливная труба от конденсата кондиционера идет. Вот она здесь вот начинается. Вот, дрейн. Вот это она, труба начинает идти. И труба немножко возвышается, короче. Соответственно, вода просто самотеком не может течь, потому что тут возвышение. И переливается вода с этого тазика, и, в общем, на пол там течет. Вот, и вытекает, где провода, вот здесь вот. И вот тут, соответственно, вот течет. То есть, блин, вот насколько посрать вообще устанавливался этот кондиционер. Ну вот, это же какие-то профессионалы устанавливали. То есть вот у него головы, что ли, нету. Ну, понять, что там переходник надо сделать, потому что, ну, понятно, трубу не может загнуть нормально. Она, получается, чуть-чуть вверх уходит, и самотеком вода никак туда не попадет, в эту трубу. Вообще, вот головы совсем нету. Вот, соответственно, сейчас вот надо что-то делать с этим. Надо будет обрезать трубу, делать какой-то переходник, ну, вот этот угловой, чтобы труба не поднималась. Вот такие вот работники здесь, блин. Кондер работает, все отлично вообще. Как хорошо, что здесь есть кондер. Потому что без кондера тут вообще умрешь. Без такого нормального кондиционера. Не оконное какое-нибудь фуфло, которое на окна ставится, им особо ничего не сделаешь. Он шумит больше. А этот прям такой нормальный, добротный кондер. Хороший. Шо? Красавица вот эта малышка. По сути, уже продана у меня. Вот, я не хотел ее продавать, но у меня мои знакомые, мои земляки из Чувашии, Андрей, вот в Гейнсвилле живет недалеко. Вот, он говорит, давай купим у тебя машинку. Как раз хотят машину купить. Вот, и приглянулась им моя. Вот. Своим как-то не хочется, конечно, машину продавать, потому что, ну, когда в машине не уверен на 100%, ну, мало ли чего вылезет, откуда я знаю. Сейчас как бы она в хорошем состоянии, все отлично у нее. Ну, есть какие-то маленькие косяки, вот эту фигню я так и не нашел, потому что в такой комплектации на джанк-ярде очень тяжело машину найти. Вот, фары я поменял, все сделал, перепиновал там. Вот эти, конечно, некрасиво выглядят, это устаревшие, ну, так скажем, до рестайлинга. Вот они, те затемненные, конечно, красивые. А так все в целом отлично. Салончик. Все хорошо. Машина красивая. Черный салон, черная машинка. Мне нравится. Флорида, конечно, белую нужно. Вот такие вот дела. О, Андрей тут поймал сомика. Красавчик. Девчонки тут вот отдыхают. Гости у меня сегодня. Наконец-то. Вот. Красавчик.
Красавчик. А? Сейчас я включу музыку. Ай, блин. Аккуратно, аккуратно. Там эти плавники у него. Ты положи его, он пусть лежит. Блин, мне нужно 40 минут. Ну все, машинка красавица поехала в Гейнсвилл. Вот такие дела. Прям грустно с машинкой расставаться. С этой красавицей. Чё? Там найдется, сейчас от моего отключится, он, наверное, к моему подрубился. Сейчас там этот, там... Пока. Все, Смотри, фары все целые, нормально теперь. смотри, Пойдем. папа. Пойдем. Да. Там еще машины. Там еще машины. Ну вот Андрей, вот он мне оставил взамен Доджа. Ну не взамен Доджа, это его Infiniti, он его хочет продать, и вот я ему помогу ее продать. Вот, единственная тут проблема сейчас есть. Infiniti вообще классный, четкий. Единственная проблема, короче, это подсос электричества. Аккумулятор за ночь разряжается, вот, и непонятно, что происходит. То есть каждое утро он заряжает аккумулятор. Ну, сейчас он решил проблему, снимает клемму на ночь просто и все. Вот, я сейчас измеряю ампераж, вот, заблокировал машину, все. Вот, пока он показывает 52 ампера, это довольно много. Вот. Смотрим, что да как. Что в ней может это есть? А машина классная, салон белый, бежевый. Ну, премиальный люкс все-таки на свои года. Это Infiniti M37 до 2011 года. Четкая машина. Так, сейчас слежу, смотрю, сколько там. 0,16, в принципе, хорошо. Еще до этого багажник был не закрыт, там лампочка горела, я смотрю, горит. Нифига себе. Может быть, в этом все проблема была. Багажник не закрывали, не знаю. Посмотрим. Сейчас машина заблокирована, все, 0,16 показывает ампер. Это вообще хорошо. С таким потреблением аккумулятор не должен, как бы, теоретически вообще разряжаться. Дождик пошел наконец-то. Маленький. Ну там больше не было, значит, мы хотим водить. Не, машина, конечно, огонь. Снова на 3.6, на 6 цилиндрах сидишь, прям как вот на Авалоне. Такая вот мощь чувствуется. После этих Dodge Journey, которые у меня были, вообще последних машин, которые у меня были, это просто зверь. Но просто нафиг этот зверь нужен. Вот чтоб тапку там просто так нажимать, что ли, ну, не понимаю. А салон классный, все. Просто эта машина еще кушает премиум бензин. То есть ее надо не 85-м там заправлять, а вот премиум, короче. Это нам дороже примерно там, ну не на треть, конечно, но процентов на 20 это дороже. Все-таки люксовая машина, классная. Все-таки еще есть такое чувство, когда у тебя под капотом хватает лошадей с запасом. Оно, может, тебе и не нужно, но ты знаешь, что ты можешь нажать на тапку, и у тебя машина как бы в нужный момент поедет без раздумий. Это, конечно, ощущение классное все-таки, что не говори. Просто это может быть непрактично, не особо не нужно здесь, в Америке. Ну, не знаю, для обычного передвижения там как бы любого мотора хватит. Но все-таки это прикольное чувство, когда вот есть у тебя запас по мощности. Вот. И все-таки чувствую в этом Infiniti себя как вот в Toyota Avalon, ну, то есть на своем месте. Потому что моя первая машина Toyota Avalon тоже, как бы можно сказать, люксовая модель от Toyota. Она, конечно, Toyota
Там комплектация была самая минимальная. Барабан. Вот здесь все-таки всякие обдув задницы есть даже. Так, приехал на мойку. Сейчас буду этот финик намывать в салоне. Салон надо вычищать. Салон грязноватый. Вот. Такой весь желтый. Ну, цвет сам такой бежевый, но грязный все равно. Полы грязные. Все это надо чистить, вычищать. Сейчас коврики буду сейчас мыть. Так, ну что, помыл малышку, диски почистил. Все, диски. Красота вообще. Осталось мелочь сделать, фары напидорить. Ну, блин, я в эту машину вообще влюбляюсь. Красота. И у нее, кстати, она заднеприводная. У нее вал только сзади, спереди нету. Вон там раздатка у нее. Вот, а спереди приводов нету. То есть это чисто заднеприводная машина. Прикольно, первый раз на заднеприводной езжу. Честно, пока никак не ощутил это, что заднеприводная. Но я особо не старался. Вот приводов спереди нету. Спереди только рулевая. Вот, так что прикольно. Вот, машина мне вообще нравится. Помыл, чистенько так все. Белый салон, красота. Есть маленькие мелочи. Вот это, например. Там сломалось, надо смотреть, клеить или какая-то новая. И вот зеркало вот это тоже. Там моторчик не работает. Ну, короче, с ним проблемка есть. Оно не складывается, не двигается. Тост складывается, двигается. Такие вот дела. Блин, я ее себе хочу оставить. Мне жалко ее продавать. Дорого все равно не продашь. Это цена этой машины, это 6 тысяч, 6,5 максимум. И то ее будет тоже, наверное, тяжело продать. Хотя хрен его знает. Но я не хочу, я бы себе ее взял. Она мне нравится. Ну, спереди тут, конечно, вот краска вот эта идет. Не знаю, почему вот так вот. Ниссановская вообще постоянно вот краска сыпется. Как не посмотришь Nissan, они все, у всех лакокрасочное покрытие херовое. Ну и мотор здесь мощный, конечно. 333 лошадиные силы. BQ37 мотор мощный. Фотка стоит. А вот здесь я иду вот так вот. И смотрю, здесь моя удочка лежит. Я смотрю, как моя, думаю, такой. Опа, прикол, думаю. Пошел, не поленился к своей лодке назад. Посмотреть, точно ли это моя удочка. Смотрю, удочек нету. А у меня 3 удочки было. Там стояли, они воткнутые. Короче, это моя удочка. Кто-то спиздил ее и просто бросил здесь. В общем, кто-то залезал, видимо, на лодку. Сегодня я не на лодке ночевал. Такая вот херня. Не знаю, сейчас дальше пройдусь, может еще моя удочка будет. Такой вот прикол. Тут у нее запутались, у них все запуталось. Что за мрази такие? Так что что-то опасно. Какая-то мразь гуляет. Да, вот такие дела. Вроде бы кажется безопасно здесь все, да. Вот и security там ночью ездят. Ну, как ездят. Там разные security бывают. То есть разные люди работают. Вот до этого там был чернокожий парень. Вот он постоянно ездил, я постоянно его видел в работе. Он постоянно ездил, смотрел, патрулировал территорию, короче. Удочку все-таки возьму мою. Вот. Сейчас там какая-то девушка работает, этого парня нет. Она большую часть в своей машине сидит. То есть она слезает с этого карта своего и сидит в машине там возле офиса. Она так просто для балды там объездит пару раз и сидит в машине, короче. Ну, особо не заинтересована, похер на работу. Вот. И как бы здесь местные бомжи не гуляют. Местные бомжи-наркоманы как бы знают, что здесь территория, как бы охраняются. Тут полицию сразу вызывают, если что. А вот какие-нибудь залетные наркоманы, алкоголики, тунеядцы, они вот как бы местных правил не знают, и они могут прийти там вот
по лодкам по каким-то пошариться. Ну хорошо, вроде внутрь ничего не заходили, но я смотрю, удочек нету. То есть кто-то залез там и удочки взял. Какая-то мразота. Вот, у меня было 3, вот одну нашел. Остальные 2 не знаю где. Остальные 2, может, не запутались у них, и они дальше пошли. Ну, неприятно. Первый раз я вот такой заметил. Короче, сейчас поехал назад к своей лодке. Я чуть-чуть катаюсь сейчас. Вот, и смотрю, черные ребята гуляют. Шпана, короче, черная. Вот, ну я такой вижу, ну я знаю, стопудово они взяли, думаю. Но моих удочек у них не было. Вот, они бросили вот эту херню. И как раз приехал офицер, security patrol. Вот, кто-то их вызвал. Кто-то, видимо, видел, как они на мою лодку залазили. И он приехал по этому поводу. Я ему сказал, что у меня удочки пропали. Он говорит, или? Ну, я, говорит, буду смотреть, типа. Такие вот дела. Не зря поехал назад. Вот думаю, сейчас думаю, вдруг они еще раз залезут туда, короче. Не залезли. Ну, мало ли, я что-то испугался. Мало ли, такие подумают, о, раз залезли, нормально. Сейчас давай второй раз залезем и уже внутрь туда. Надо, короче, камеру ставить там обязательно. Ну что, продал я эту малышку. Все-таки у меня нету времени и сил, и желания заниматься ей, короче. Вот, за 1200 продал, похрен, короче. Ну, это очень хороший вариант для них. Вот 2 ямайца приехали. Вот, сейчас они будут грузить машину. Сейчас удивлюсь, если она будет ехать. Нормально. Вот. Сейчас весь став из нее вытащил, я ее как склад использовал. Такие вот дела. $1200 это очень хорошо вообще за такую машину. Прям просто я уже с ней задолбался, честно. И получается, я почти 2 косаря на этой машине потерял. 2 косаря. Жалко, конечно. Жалко. It's raining. Такая радуга красивая. Дождик такой был и такая. Шикарно. Эй, там 2 радуги. Двойная радуга, да? Вон чуть-чуть маленькая одна. И... Там и там тоже. Какая красота. Лимон. Какая красота. Папа, да? Не холодно. Папа, Какая красота. it's so big. Papa, why is it so big? Бежим. Просто так. Так, все, доброе утро. Сегодня 27 мая. Отвезли Аечку в школу. И Дока не хочет тут на площадке гулять, говорит, да? Вот, ну чё, блин. Сейчас прокатился где-то уже миль 30, наверное, проехался вообще на этой машине. В общем, 30-40. Ну что сказать, вот эта вот машина, вот она у меня вызывает эмоции. Вот, не знаю, вот остальные машины, которые вот, ну, беру там с аукциона, ну это поджопники, как бы, поджопники. Они, естественно, недорогие, ну как-то не вызывают эмоций, не знаю. Вот просто не хочется на них ездить особо, вот из точки А в точку Б просто добраться и все. Вот. А вот эта машина у меня вызывает такие же эмоции, в принципе, как вот мой Авалон, на котором у меня сейчас Настя ездит. Вот, потому что, ну, вот не знаю, мне Авалон очень нравится. Вот моя первая машина. Вот, и вот этот Infiniti M37, вот у меня вызывает вот такие же эмоции. Я получаю удовольствие вообще от езды, мне все нравится. Я бы, честно, вообще ездил бы на Авалоне бы своем, но у нее уже другой хозяин, как бы Настя. Там она ее побила чуть-чуть сзади. То есть я вообще думал ее себе взять до этого. Но она там задницу чуть-чуть размазала. И как бы уже не хочу я с ней возиться. Там обслуживание сейчас делать. Вот я-то вообще однолюб. Я не люблю машины менять. Вот я как сердцем, как говорится, полюблю одну машину. И все, я хочу ее себе оставить.
Вот, и уже обслуживать сам, все под себя делать. А когда меняешь постоянно машину, это все там обслуживать, все надо постоянно каждый раз. Вот, поэтому мне вот этот Infiniti прям вообще заходит. И по дизайну широкая такая, хорошая. Ну, вообще премиум, что говорить. Премиум класс, все-таки мотор мощный, наверное, вот это решает, конечно, от ощущения, вот придает это мощный мотор, когда у тебя есть запас под педалью, это очень круто. Вот, поэтому вот этот Infiniti, наверное, придется брать. Мне его дали на продажу, чтобы я его продавал, но, скорее всего, сам его и возьму, потому что очень мне он нравится. Ну, вызывает эмоции, я говорю, хочется на ней ездить, получаешь удовольствие. Вот. Ну, примерный фронт работы, я понимаю, что с ней делать. Ну, естественно, по внешке чуть-чуть. Вот, с бампером надо что-то делать. Вот это вот краска все облезает. Да, ну это, видимо, ниссановская проблема такая вся. Ну, вот. Ну, фары напидорить, естественно. Мотор обслужить. Ролики нужно поменять, с утра они свистят. Ролики, ремень. Там натяжитель, все дела. Вот. А так все в целом вообще отлично, четко. Аккумулятор не разряжается, потому что изначально с его проблемой мне Андрей дал с той проблемой, что у нее разряжается аккумулятор за ночь, и приходится, короче, машина не заводится. У меня вот она уже третий день, третью ночь прошла, и все нормально, у меня ничего не разряжается. То есть машина, наверное, нашла своего хозяина такая. Капризничала, а тут в руки попала нужное, и все такая. Думает, не буду капризничать, свои руки, любящие. Ну, короче, блин, не знаю, мне нравится вообще. Мне нравится машина очень. Ну, губа не дура, конечно, да, скажете, блин, конечно, премиум. Ну, что делать-то? Премиум, не премиум, все-таки 14-летняя машина, как ни крути. Ну, премиум, он всегда чувствуется, как бы, какая бы старая машина ни была, премиальная модель, она чувствуется сразу. По качеству сборки, по ощущениям, даже на необслуженной машине там, это все равно все чувствуется. Что, малыш, нравится тебе салончик, да? Да. Салон, конечно, классный, бежевый, красивый. Все-таки бежевый салон, вот белый, он все-таки создает пространство, нежели, например, черный салон. Черный тоже красивый, но он скрадывает воздух. То есть кажется более тесным таким. А вот светлый он прям мне очень нравится, очень заходит. Он, конечно, более маркий, то есть за ним уход нужен, постоянно мыть его, следить. Но в целом, кстати, салон здесь очень классный. Никаких следов износа нету даже вот в этих местах. Ну, здесь, кстати, очень классно сделано. Здесь вот эта раковина, она пластиковая, то есть ногтями ее не проскрябаешь. А вот в Авалоне она была вот такого же материала, то есть цельная была. И там она вся порванная была, прошкрябанная. То есть не продумали они этот момент, а вот здесь молодцы, Infiniti продумали. Вот это из таких сравнений. Ну, в целом, да. Bluetooth подключается до 2011 года. То есть можно телефон слушать музыку здесь по Bluetooth. Да. Ну, тут единственное, что сидушка чуть-чуть порванная, водительская. Вот снизу и сверху. Вот тут. Ну, это мелочи все. Это все мелочи. Да. Ну, а в целом, как я понял, я вот посмотрел на ютубе про вот эти Infiniti M37, это как бы, ну, слабенькая комплектация. Одна вообще очень слабая комплектация. Ну, в принципе, это вообще пофиг. Это и хорошо наоборот, потому что чем меньше всяких плюшек, тем меньше всего будет ломаться. И по электронике тем более. Так что нафиг это все нужно. Вот. Эта машинка мне нравится. Люк самое главное. Есть люк, я вообще давно уже хотел. После Авалона. Прям очень люблю люк открывать так с утра или вечером. Это классно. Такая. Теперь непростая задача подбора машины для Ильдарки, да? Сколько здесь машин? Ауди хочешь? Хочешь Ауди? Не? Не хочешь Ауди? А вот BMW тебе нравится? Вот? BMW нравится? Папа машина. Как у папы хочешь такую? Да. Блин, Infiniti И- здесь нету.
думаю, это очень круто. Да, ну выбирай. Так, наклеил объяву сейчас. Что-то я вообще забыл про это, что можно объявление наклеить и спокойно. И будет лучше продаваться лодка. Что-то не хочет продаваться. Люди приходят, смотрят на что-то их. То лодка маленькая, ну что-то им все время не нравится, короче. Вот, и такие вот дела. Потому что мне сегодня 27 число, до 6 числа надо продать, чтобы не платить за место. Вот. Так. Вот. Сегодня у нас вторник. Вот, и я зашел на аукцион купить машину. Вот. Нашелся у меня такой Toyota Prius, такая красавица, с пробегом 233 тысячи миль. Вот. Но это ладно, для Toyota, для Prius это нормально. Вот, в офигенном состоянии, вообще по кузовне, все офигенно выглядит, салон классный. Вот, я его выиграл за 1350. Вот, и сейчас у меня бадание с продавцом идет. Ну, то есть, кто машину выставил, вот, он вот свой прайс вначале 2 косаря поставил, сейчас 1950. То есть, его не устраивало мой прайс 1350, который я выиграл. И вот теперь мы пытаемся найти какое-то среднее значение, он чуть-чуть понизил. Вот я поставил 1700, короче. 1700. Вот, потому что, в общем, со всеми таксами все у меня выйдет за 1700. Это почти 3500 вот за эту машину. Вот, ну вот, не знаю, 2 косаря что-то по мне как-то дороговато. Хотя Prius, он всегда в цене, конечно. Prius это классная машина, тем более вот это вроде, ну, в хорошем состоянии. Ну, какие-то коцки вот тут есть, конечно. Но это ладно, это херня все. Вот. Даже для себя это классная машина. Она мало кушает очень. Нюхает, можно сказать, бензин. Вот такие вот дела. Сейчас я не знаю, на какой цене мы сойдемся, но 1750 все, я как бы больше не буду. Поэтому я говорю, вообще какой-то смешной аукцион, вот я не понимаю, почему. Вот я выиграл его, да, честно, бодался там с чуваком, 1350. И это не окончательная цена, то есть такой продавец. А мне не нравится эта цена, короче. Давай вот сколько я хочу, 2 косаря. Вот. Нельзя ли сразу тогда с этого прайса начинать, я не понимаю. Это вот, мне кажется, психологический ход такой, потому что чувак уже такой думает, все, я купил машину уже, а ему тут сейчас продавец наваливает еще денег сверху, и ты такой уже думаешь на эйфории такой, да ладно, уже соглашусь, короче. Это такой психологический ход, и ты готов уже больше потратить на эту машину. Вот, и стопудово это так сделано. О, постригся. Не знаю, как сзади даже еще не видел. Надо будет сфоткать, посмотреть, подровнять. Криво, наверное, пока там все. Вон какой фронт идет. Сейчас ливень принесет. Какая волна вообще офигенная. Сейчас каждый день дожди. Очень много дождей будет. Какой сезон дождей сейчас начинается, летний. И это хорошо. Это лучше, чем солнцепек. Ну, конечно, всего в меру надо, как обычно. Это нормально. Пилоточка на голове такая. Не, посмотрел, на самом деле, сзади неплохо. Там чуть-чуть вот здесь подкантовать бритвой, и все. Вообще неплохо. Уже рука набитая у меня, уже на ощупь все нормально. Я уже сколько лет себя стригу сам. Хотя могу пойти в парикмахерскую, но там своего мастера нет все равно. Там объяснять, как что тебе надо, каждый по-своему сделает. Короче, такая тема. В России я стригся там, у меня свой мастер был, я стригся в студенческой парикмахерской при кооперативном техникуме. Вот. И там очень дешево было, очень хорошо. Там мастер, я не помню, как ее звали. Она с самого детства меня стригла, я постоянно туда ходил. Вот. И там часто практикантки были, ну, студентки, которые практику там проходили, они бесплатно вообще стригли. Бедняжки. Вот. Вот так иногда едешь, смотришь, тут бах, ракету запускали, а я пропустил. Такая вот красивая спиралька. Да уже привыкли.
Вначале это вау, ракеты всего лишь в каких-то 60 милях отсюда. Все равно такое зрелище. Особенно если на закате, это вообще красиво. И ракету очень долго видно. Сейчас утром не очень хорошее время для наблюдения за ракетой. Иду, а тут ламантинчик спит. Фига, туша тут большая. Туша огромная. Моя машинка приехала. Форд. Слушай, а разгружают фордик. Я не знаю, он заводится. Ну, Run and Drive написано, фиг знает пока. Машина, короче, маслает, но не заводится. Говорит, нету бензина. Короче, надеюсь, что это реально так. Просто надо будет заправить. Она маслает, чуть-чуть заводится и глохнет. Ну, прям вот секунду и все. Реально надеемся, что просто в бензине дело. Так, ну вот эта малышка. Ford E350 Heavy Duty. Мотор 5.4 у нее. Вот. Колесики. Кузов. Вот такие вот дела. Сейчас попробуем помаслать. Так, ну что, я притащил аккумулятор. Аккумулятор дохлый. Вот он 23-го года. Августа 23-го года, да. Уже старенький, уже почти 2 года этому аккумулятору. Заряжаю сейчас его, он вообще дохлый. Вот, еще сейчас надо будет съездить, купить канистру и залить ее бензином. Залить бензина. Вот. И попытаться завести. Надеюсь, все будет нормально. Больше никакого геморроя с ней нету. Так, сейчас будем заправляться, блин. Подорожал бенз. Самый дешевый, вот 3.18. Он скачет постоянно вокруг 3, короче. Так, сейчас буду заливать. Тут вот написано E85 вообще можно заливать. То есть самый дешевый бенз. Там сухо. Ничего не видно. 5 галлончиков. Запрыгивают. Так, ну а пока заряжается, короче, аккумулятор. Пройдемся до технической части. Расскажу, как вот, короче, вышла эта тачка мне в $900. Да, $900. Самый прикол у нее, что пробег у нее 413 тысяч миль. 413 тысяч миль. Это да, это немного. Это, ой, немало точнее. Это... Сейчас у меня язык будет заплетаться, просто я устал немножко, извиняюсь. Это примерно, ну сколько, сами посчитайте, до хрена, практически, можно сказать, к миллиону уже подходит пробег. Но эти моторы Ford, они как бы надежные все. И что меня прям, так скажем, мне понравилось в этой машине, что у него один оунер. Я прочекал ее по ВИН-коду, и у него один собственник был. И это очень хорошо, значит, машина в целом, я думаю, хорошо обслуживалась, потому что, ну, она была рабочая, видно, здесь вон какие-то наклейки были, механик какой-то, что-то. Вот, поэтому, тем более, было написано Run and Drive, и она 12-го года, и в целом она не в плохом состоянии, в хорошем, я бы даже сказал. Ее помыть, в порядок привести, и все будет отлично. Вот, что дальше? Доставка, короче, там я заказываю через сервис Автопитмастер. И, в общем, они там такой прикол сделали теперь. То есть у них есть какая-то дочерняя компания, которая, ну, естественно, своя, которая занимается перевозкой автомобилей. И они там такие конские деньги дерут. Они мне, короче, за эту машину, за то, чтобы 60 миль доставить с Орландо сюда, прайс выставили $900. Представляете? 900, блин. Я охренел. Вот, думаю, люди нормально деньги зарабатывают. Вот где надо деньги зарабатывать, блин. Не машины чинить, продавать, а вот... продавать с аукциона машины, ну, то есть быть посредниками и тюхать свои услуги, короче, втридорога. То есть, вы представляете, 60 миль, $900. Охренеть. Там что, слитки золота какие-то везут, что ли? Я не понимаю. В общем, я отказался. Я прям написал им в поддержку, а там написано, что вы не можете сами забрать, короче.
Я обращался в продержку, я говорю, вы что, офигели, что ли? 60 миль, 900, ну, такие вот расценки, типа, машина большая. Да она не такая уж и большая, это как пикап практически. То есть такого же размера. Но не суть дела. И, в общем, я там кипиш поднял, они мне говорят, ну, можете либо сами компанию найти, либо сами забрать. Я говорю, пожалуйста, вообще с удовольствием. Вот, и на следующий день я уже хотел взять трак U-Haul с прицепом специальным, чтобы машины тауить. Вот, там вышло бы $250, я посчитал. Вот. Но помимо этого я написал в разные компании, которые могут это сделать, и мне ответили $309. $309. Я такой, ну ладно, согласился. А что, если я сам поеду, 250 будет, тут 309, давайте. Вот, сегодня они нашли машину. И, короче, я согласился на $309, инвойс мне прислали, я все подписал, короче. И такие машину привезли мне и говорят, вам надо водителям $150 заплатить. То есть я этих сраных $309 заплатил этой компании, они как диспетчера, получается, вот эти черти, короче. А водители, ну, как бы это... И потом они меня перед фактом поставили, что надо заплатить водителям 150. Мы час бодались, я с ними ругался на повышенных тонах, короче, говорю, вы что, меня обманываете, говорю. Я подписывался на 309, а вы мне сейчас такое говорите, короче. И я, в общем, ну, потом устал, я уже водителям $200 заплатил, там, за ожидание, короче. Ну, просто они тоже ни при чем. Я же знаю, я же дальнобойл сам. Водитель вообще это самый, самый обиженный класс населения вообще. Водитель, а вот диспетчера вот эти мрази, это вообще конченые. Ну, в общем, я с этими водителями, у них это тауинговая компания, мы договорились напрямую с ними, если мне нужна будет машина с Орландо, напрямую они мне дали визитку позвонить, то есть они $150 всего берут. То есть я $309 заплатил вот той мразям тем диспетчерам, короче. Ужас. Вот, ладно, это такая тухлая история. Пока в целом машиной доволен, хотя она не завелась еще, но я говорю, бенз я уже залил, сейчас аккумулятор зарядится, вот, и все должно быть нормально. Все должно. Машина по Флориде, пробег 400 тысяч, и, надеюсь, по трассе. Пока вот под капотку посмотрел, все отлично. Что там? Масло, в принципе, недавно менялось, но оно там на минимуме. Ну, мотор, наверное, масло жрет, короче, даже показывать не буду, оно там прям на минимуме. Надо будет масло поменять, естественно. Трансмиссионная пока не знаю. Вот. В общем, обслужить ее надо будет. Я бы ее себе, эту машину бы, честно, оставил. Себе бы. Потому что на ней и машины можно возить, там прицеп прицеплять. То есть мне нужна все равно большая машина. И самое, что главное, можно путешествовать. Ой, вот. Такой вот фордик. Классный. Документация тут от прошлого владельца. Вот его звали Мертон Кесселринг. Да, вот у него регистрация тут старая. И вот сам кузов. Грязненько, отсюда все уберем сейчас. Ну, не сейчас, это я потом буду все делать. Все будем убирать. И реально автодом можно делать и путешествовать на нем. Расход, конечно, у него большой. Но ничего страшного. И не такое видели. Все вычистить тут прям. Я уже люблю машины вычищать, короче. С аукциона это прям моя медитация. Приехать куда-нибудь и мыть, чистить все. Вот, если еще деньги здесь найти, вообще будет круто. Вообще. Ну, это техническая машина, то есть работали люди на ней. Чипсы вон даже лежат, чипсики остались. Угу. Да. Ну, все, ждем аккумулятор, когда зарядится. У нее повреждение написано в этом было на Копарте, на аукционе. У нее primary damage, это roof. Вон, я посмотрел, что-то там на крышу упало. Но это вообще херня. Дырка, там можно зашпаклевать, все заделать. Вот. Крыша прогибается, как будто там что-то упало. Ну, это все мелочи вообще. Это все фигня вообще. Да, вон крыша немножко прогнулась там. Ах, какой фронт идет. Такая волна. Сейчас ливанет как. Машинку обмоет новую. Так, ну что, зарядился аккумулятор, поставил. Машина не заводится, стартер крутит, все крутит.
но не схватывает, короче. Я думаю, может быть, бензина еще не хватает, потому что датчик показывает, что вообще нету его там даже запаса. Хоть я 5 галлонов залил, хотя здесь 33 галлона. Бак 33 галлона, то есть для 33 галлонов, может, там вообще тухляк был, вообще ничего не было. 5 галлонов вообще погода не сделал. В общем, начну с простого. Заправлю еще канистру, привезу. Вот, и может быть все будет хорошо. Вот, ну пока все нормально вроде. Прочитал ошибки, кстати, там просто 2 ошибки висят по датчику кислорода и по система отвода паров бензобака, короче, какая-то фигня стоит. Вот. В общем, такие вот дела. Ладно, съезжу сейчас на заправку. Так, ну что, съездил, заправил еще 5 галлонов. Все завелось нормально, вообще без проблем. То есть ему бенза не хватило. То есть 5 галлонов там буквально на донышке, видимо, лежало. Вот, сейчас завелся, тарахтит, все нормально, свет зажег. Вот, сейчас чуть пусть поработает. Там масло, конечно, уровень маленький. Вот. Свет вроде везде работает. Красавчик вообще. Работает ровно вроде. Сейчас я перепаркуюсь вон туда, на те паркинги. Тарахтит. Тарахтит. Да. Блин, ну, уже влюбляюсь в эту машину. Сейчас перепаркуемся, все будет нормально. Надеюсь, без сюрпризов. Так, ну что, пока все едет вообще четко. Все офигенно. Переключает передачи, едет. Все, что надо, он делает. Офигеть вообще. Все классно. Завтра будем разбираться, смотреть еще. По омывайке будем смотреть. Пока вообще все офигенно. Смотрю, тут по мотору вроде вообще все четенько. Помыть и все будет офигенно. Все будет офигенно. Да. Так, доброе утро. Еду. Все отлично едет. Единственное, что я уже где-то 20 галлонов в общем заправил. Вчера 10 и сегодня 10. И датчик все равно лежит. Что-то с датчиком. А так вообще все четко. Вообще все четко. Мотор тихо работает очень. Тихо, ровно, никаких проблем. Прям конфетка. Все, сегодня будем мыть. Да, вон видно. EV Mechanical. Механики работали. Фух, хорошо. Прям рад вообще. Кондер даже включил, все работает, холодит, да, нормально. Что там? Радио есть. Только не горит ничего только. Ну хрен с ним. Может, диски можно вставлять. На мойку приехали. Классно. Шумно здесь. Кузов голый. Красоточка стоит. Красоточка наша. Моя, я уже влюбляюсь в эту машину. Вот что такое вот делать, а? Как вот так быть?
Как вот так быть? Так, вот. Внутри мы убрались в целом. Всю пыль там. Много чего. Здесь панельку почистил. Задолбался я капец. С детьми, конечно, тяжело все это делать. Вот, тут надо шлангом с водой еще пройти, все помыть. Вот купил фильтра, масло буду менять сейчас. Такие вот дела. Ну что, так, начал процесс замены масла. Что здесь хорошо? Вот масло уже слилось почти. Сейчас фильтр поменяю. Что хорошо здесь, это... Ничего домкратить не надо. Клиренс высокий. Все хорошо. Вон привод задний. Тоже заднеприводная машина. Потом в раздатке тоже масло надо будет менять. Но это не сейчас. Вот коробочный поддон. Его тоже надо будет потом снимать. Не сейчас. Вот, менять масло. Вот. А так, эта машина максимально надежная, моторы надежные, максимально ремонтопригодная. Я ее себе оставлю. Я на ней машины смогу с аукциона тягать тоже. Все-таки это мощный. Супер Дьюти называется. Все есть для этого. Поэтому мне она нравится. Большая, для путешествий неплохо. Все отлично работает. Почему вот... Я за то, что пробег не так важен у машины, сколько у нее было хозяев. Потому что вот эта машина, я говорю, она мне, да, пробег огромный, 400 тысяч, блин, это там больше полумиллиона там, километров. Что мне привлекло, это то, что один хозяин у нее был. То есть, и в чем это хорошо, то есть человек ухаживал за ней. Вот. Везде наклейки есть, вот на трансмиссии, когда коробка менялась, то есть видно, что обслуживалась она, вот 218 тысяч, вот. То есть и таких наклеек много, там по маслу, всему, ну видно, что за машину ухаживали, как бы рабочая лошадка была. Вот. Сейчас фильтр снял, оставим. И вот жалко, вот на Копарте нету... Вот на аукционе нету такой опции, чтобы посмотреть, кто ей владел. Там фотография, все параметры там, чтобы понять, что за человек ей владел. Потому что поэтому очень много можно сказать. Ну, не всегда, конечно. Надо уже разбираться. Вот. Потому что и за 100 тысяч миль пробега машину так усосать могут. Вообще насрать на нее просто. Не менять ничего, ездить. Салон задроченный весь там. Вот. Такие, да. Все поменял. Вот, кстати, бензина вчера заливал почти 20. В общем, я и сегодня с утра заправлялся. 20 галлонов, в общем, я заправил. Он показывает четверть бака. Четверть бака показывает. То есть, соответственно, где-то 80 галлонов бак. То есть, охренеть, какой большой бак здесь. Да. Ну, машинка, конечно, сама немало кушает. Посмотрел, сколько часов двигатель работал. Это 11 307 часов. 307 моточасов. Я, соответственно, пробег разделил на часы, и получилось 36 миль в час средняя скорость передвижения. Вполне неплохо. То есть не скажу, что прям по трассе, но в нормальном таком потоке. В быстром. Ну, учитывая, сколько машина тоже стояла, там просто вот не на заведенной, это нормально, я думаю, 36. Муся там, что там, доча? Это не работает, вот это только для моих ремонтов. Сейчас пока не продал лодку, сейчас Андрей в гости вон приехал с семьей. Вот, и я думаю, надо под парусом попробовать походить. Вот, вроде все отлично, идем. Лодка идет, такое необычное чувство без мотора идти. Классно. Вот, надо же попробовать, пока не продал. Шли, гуляли с Катей. Только вышли, и снова дождь пошел. Такой кайфовый ливнец. Кайф. Под деревом тут встали, такой мощный ствол, широкий. Так,
Что, сегодня 4 июня. Очередной день. Вот, я сейчас решил заняться своей буханочкой. Вот, прокладываю камеру с заднего вида. Вот, она подключается к видеорегистратору с экранчиком. Классный видеорегистратор, кстати, вот такой вот он. Вот он может и как видеорегистратор работает, и как экранчик для задней камеры. То есть вообще офигенно. Вот сейчас я его буду прокладывать по салону. Вот в дверь я его уже вмонтировал. Сюда вот. Отсюда. Сейчас буду подключать потом к задней фаре. И все чики-пуки будет. Так, сейчас меняю масло в коробке. Вот уже снял поддон. Будем менять фильтр. Масло довольно чистое течет. Красноватое. Вот, ну говорю, коробка обслуживалась, все нормально. Вот так. Так, вон, даже стружки нету. Магнит вообще практически чистый. Ну, не чистый, конечно, чуть-чуть мелко есть, но это нормально. Уже стемнело. Я уже в Марине у себя. Сейчас буду менять масло в раздатке. Еле-еле открутил эту штучку. Сейчас пришла мне прокладка. Буду менять масло. Да. Вот не люблю я, кто мазюкает вот этой вот пастой, блин. Пользуются этой херней вместо нормальных вот прокладок, блин. Потом хер откроешь вот это. Надо тут... Можно поддон сломать так. Фу, потекла красивая. Ой. Ну, черненькая такая. Сейчас пока. Хотя я не знаю, какая она должна быть. Ну, нормально. Здесь 3 литра ровно помещается в эту баклажку. Так, ну вот, это красота. Вроде стружки такой нету. Есть какие-то металлические кусочки, маленькие, вот они светятся даже. Ну, в целом все нормально.